Почти все участники проекта «Дека СААЗ» являются студентами и школьниками. Сегодня мы решили выяснить, как они совмещают учебу и занятия в проекте, и зачем вообще пришли сюда. Я хотел попробовать себя в сфере музыки. Я с детства мечтал работать на главной сцене, в филармонии. Я с детства мечтал петь и попал в этот проект, и хочу проверить свои силы. Я с раннего детства хотела петь и мечтала показать себя на проекте, и пришла на этот проект. С тех пор, как я начал заниматься музыкой, я строю много планов на будущее и решил начать с этого проекта. Ты мой дом и любовь моя, и твой образ такой земной, чудотворный твои глаза, верю в образ любви святой. Ты мой дом и моя семья, не таинственно ворожбе. Все хорошие ребята, все с хорошим характером, с хорошим пониманием. Великолепно чувствуют музыку, великолепно себя ведут, очень пытливый ум у них, на занятия ходят с большой ответственностью, приходят, занимаются с большой отдачей. А характер, понимаете, характер-то он вообще-то меняется у человека, но это еще юное дарование, у них сейчас идет становление, Вот этот проект «Дека СААЗ» очень хороший проект. Туда попадают лучшие из лучших. Мне приятно с ними заниматься, приятно с ними общаться. Очень сообразительные, очень способные ребята. У каждого свой характер, но я еще их характеров-то и не видела, собственно говоря. Я вижу характер в пении. Одному из самых улыбчивых и позитивных участников проекта «Дека СААЗ» Турпалу Магомадову 16 лет. Учится на 2-м курсе Чеченского государственного колледжа культуры и искусств. Петь мальчику нравилось еще в раннем детстве. Уже в 1 классе он решил, что хочет стать певцом и выступать на большой сцене. Первым серьезным испытанием для Турпала стало участие в детском музыкальном проекте «Седарчи» под руководством Амины Ахмадовой. На вопрос, почему решил стать певцом, 16-летний парень без ложной скромности заявляет: Потому что у меня есть голос, данные. В общем, мне нравится петь очень. И хочу показать себя людям, на что я способен. Вы все знаете, что знаки бывают ключевые и случайные. Ключевые знаки – это те знаки, которые стоят при ключе и действуют всего лишь на протяжении всего произведения. А случайные знаки – Турпал, как всегда опаздываешь. Где ты был? Извините, я больше не буду. Не уходи. Только больше не отвечай, хорошо? После того, как Турпал стал участником проекта «Дека СААЗ», учеба непроизвольно ушла на 2-й план. Порой он вынужден пропускать занятия, но это лишь временные трудности. Парень очень старается успевать везде, не во вред занятиям в колледже. О нем много хорошего можно сказать. Он студент очень исполнительный, очень добросовестный, со всеми обходителен. Из-за проекта мы, конечно, его реже видим, он опаздывает, но есть и хорошая сторона. Он очень дружелюбный, даже с юмором, очень воспитанный, добросовестный, хорошо у нас поет. Родные и близкие Турпала сначала были против того, чтобы он стал артистом. Они хотели, чтобы парень выбрал для себя что-то более серьезное, например, экономику или юриспруденцию, но перед сильным желанием юноши петь на большой сцене они были бессильны. Разрешение на участие в проекте «Дека СААЗ» они ему дали. Родственники сначала были против, потому что они считали это дело несерьезным. Потом они поняли, что у меня есть желание, что я хочу работать на большой сцене. Они разрешили мне сделать свой выбор. Так я и пошел в проект «Дека СААЗ». По словам Турпала, несмотря на то, что проект стартовал не так давно, он многому здесь научился. В первую очередь, правильно петь. Проект «Дека СААЗ» дал мне многое. Спасибо нашему директору Тамаре Султане за то, что дала нам шанс
попробовать себя в сфере музыки, за то, что она определила нас самому лучшему, можно сказать, даже одному из сильнейших педагогов по вокалу Снежане Алигаджиевне. Пока я не пошел в этот проект, у меня вообще, я не знал, как петь, что делать вообще, как правильно рот открывать. Снежана меня всему научила. Мальчик способный, с хорошим голосом, с хорошими ушами, внешними данными. Артист же должен иметь не только голос, но внешние данные, рост, вид. Все-таки сцена, она обязывает, понимаете. Способный мальчик. Я надеюсь, что у него будет хорошее будущее, потому что он очень трудолюбивый. А труд всегда, терпение и труд, обычно, вы знаете, все перетирают. Терпение и труд все перетрут. Поэтому я считаю, что он достойный будет представитель чеченского народа, будет хорошим вокалистом. В проекте нашему герою нравится все, даже распеваться. Напомним, что некоторые участники проекта считают это занятие нудным и неинтересным. Репетировать-то не нудно, а вот распевки я не очень люблю. Единственный минус, по словам Турпола, это то, что придется с ребятами расставаться, ведь с каждым отчетным концертом будут выбывать по 3 человека. В этом проекте мне все нравится. Вот. Просто мне не нравится то, что нужно будет расставаться с ребятами. Может, из них кто-то уйдет, может, я уйду. Мы это не знаем, это все по воле Аллаха будет. Я очень люблю распеваться, потому что без распевки я не могу петь. У меня, когда я со Снежаной распеваюсь, у меня голос как будто отпускается, все, у меня голос полностью наружу выходит. Я могу нормально петь. Совмещать учебу и занятия в проекте нетрудно, говорит Турпол. Но, как он сам признался, находиться в филармонии ему нравится больше. Мне больше всего нравится бывать на репетициях в филармонии, чем сидеть на нудных парах. Свои музыкальные пристрастия наш герой тоже не скрывает. Турполу нравятся такие чеченские исполнители, как Имран Усманов, Али Димаев, Мурат Байкаев, а из зарубежных предпочитает творчество вокальной группы Илдиво. Из иностранных певцов у меня любимая группа — это Илдиво, потому что там у них бывают композиции, которые мне нравятся, лирические, там грустные, там вообще я сам лирический человек очень. На нашу просьбу спеть лирическую композицию своей любимой группы Турпол вежливо отказался. Только не это, пожалуйста. 2 строчки. Пожалуйста. Но спел другую песню, правда, отличное настроение внесло свои коррективы в ее исполнение. حتما سوماليلا سادلنا چور تان خزالتي دم خلا بيزم بخناو سيدلچقا يوزل مرخشلا اشتحصا خوندلچقا حاجی ما زمانش حال خهر سنار گردر الچی تیشر ما واتر تعام سوء شاشی نویل دنیا نخ دوگ دیلا کیچا قانянга боцуш сатисам خلق دخنا درجینا دیسچا قونخ چوت ساسیقیسام نخچیکان تحمیل بوتیاشنا دوسا Баланаш, ғайғанаш күрмадатса,
нохчиган. Прекрасный тембр голоса и любовь к народной песне. У этой девушки есть все, чтобы стать народной чеченской певицей, как отозвалась о ней ее педагог по вокалу. Мадина Ибрагимова родилась в 1998 году в Гудермесе. Она только в этом году окончила среднюю школу. Как и многие участники проекта, петь любит с детства. Участвовала в различных музыкальных конкурсах. В копилке ее достижений немало почетных грамот. Так, например, в 2013 году Мадина получила гран-при в рамках конкурса «Созвездие», в котором участвовали 44 школы Гудермесского района. Ее мечта – стать профессиональной певицей и радовать публику своим пением. Уверена, что проект Дека Саназ поможет ей в этом. Проект Дека Саназ дал мне много друзей, многих. И, как сказать, мы уже целая семья. Я очень рада, что я попала на этот проект. Мадине нравятся такие чеченские исполнители, как Мака Сагаипова и Ася Абубакарова. Ну а ее любимая певица Амина Ахмадова. Именно на нее она хочет быть похожей. Мне нравится, как она поет, мне нравятся все ее композиции, все песни. Я с детства пою ее песни. В этом году Мадина поступила в Чеченский государственный колледж культуры и искусств. Наша героиня старается успевать и в колледже, и в проекте, не пропускает ни одну репетицию. Очень ответственная тоже девочка. Всегда первая приходит, будь готов, всегда готов. Прекрасный тембр голоса у нее. Мне так нравится она. Очень хорошая девочка. Вот. Талантливая. Постоянно приносит мне новые песни. Хорошая девочка. Хорошая. Я вот сколько с ними занимаюсь и считаю, что они все молодцы. Все. Не могу сказать, что кто-то что-то лучше, хуже. Очень я рада. Я очень люблю ходить на репетиции и распеваться. И очень люблю проводить время со своими новыми лучшими друзьями. Сегодня мы познакомились поближе с Турпалом Магомадовым и Мадиной Ибрагимовой. В следующих выпусках нашей программы мы расскажем о других участниках проекта. Не пропустите, это будет интересно.